Но давайте просто не будем времени терять. У меня никакого отдельного выступления нет. Сказать о книге, об этой два слова, наверное, можно. Здесь очень много сказано, и даже там раскрыто каких-то причин и идей, которые побуждали нас делать вещь именно такой. Я говорю об изгнании и об возвращении. И недавно, в прошлом году, в декабре, была встреча вокруг фильма «Елена». Так что здесь 3 фильма разобраны довольно подробно. Вот чем является эта книга. Это не авторская книга, то есть она не написана. Это расшифрованные диалоги, разговор, вопрос-ответ, ну и, конечно, отредактировано немножко. Вот. Относительно редакции могу сказать следующее. Значит, вот мне прислали первую встречу, это был 4-часовой диалог, довольно большой объем, по возвращению изгнания, я взялся его редактировать. Где-то дошел до 10-й страницы, вернулся, прочел и понял, что я все убил. Там все просто умерло. Вот, все было такое причесанное, гладкое и так далее. И я попросил Сергея Тютина, чтобы он мне снова выслал этот текст, и уже его не трогал, а так немножечко, там, запятые расставил. Вот, почти живая речь, ну почти. Конечно, там у меня есть такая беда, я думаю, что я довольно косноязычно излагаю свои мысли, и я это косноязычие изъял оттуда и сложил как-то вот такие более уже понятные, что ли, формулировки. Так, давайте лучше перейдем к диалогу. Пожалуйста, задавайте мне какие-нибудь вопросы, и я на них готов ответить. Можно вопрос? Да. Скажите, ваши фильмы, название состоит из одного слова. Это как бы принципиально или оно так случайно получалось? Над названием вы долго как бы раздумываете? Названием долго. Да нет, я думаю, что скорее это случайность. Никакой специальной задачи здесь нет. Мне так складывается. Вот. Скажем так, фильм «Елена», он родился как... Это было предложение английского продюсера сделать фильм на тему апокалипсис. Вот. Когда родился сценарий, он, естественно, должен был быть англоязычным, там такое условие было проекта, англоязычный проект, мы должны были снимать это в Англии или в Америке, мы еще не решили где, должна быть красиво обработана. Это должна была быть история с иностранными актерами, и история называлась «Хелен». Хелен, Ричард, Владимир был Ричардом и так далее. Вот. И когда история, по причинам, которые здесь подробно изложены, вернулась в Россию, мы так ее и назвали. Хелен стала Еленой. Вот. Но потом какие-то еще возникали рабочие названия у картины, как раз неодносложные. Например, «Нашествие варваров» была такая идея. Но мне, слава богу, она показалась все-таки, эта идея, слишком в лоб, прямой. Вот мы от нее ушли. К тому же есть прекрасный фильм Дэниела Аркана «Нашествие варваров». Вот, совсем недавно, 2003 или 2004 года. Так что нет, вот прямо отвечая на ваш вопрос, никакой специальной задачи здесь нет. «Изгнание», например. С изгнанием было так. Когда пришла идея, когда вдруг стало понятно, вот вдруг буквально, как знаете, такое хоп, пелена с глаз, и ты вдруг понимаешь, о чем фильм, со всей определенной ясностью. Потом уже туман начинается у тебя. А как же это, как-то. А в какой-то момент вдруг тебе все совершенно ясно, с чего начнется фильм, чем закончится, о чем он. Ну, о чем, не в смысле, о чем можно рассказать, а о чем он, да? А что можно почувствовать. И сразу возникло это название «Изгнание». Вот. И буквально спустя несколько секунд вдруг, нет, нельзя, возвращение, изгнание, ужас, кошмар. Вот. И на съемку мы уже поехали с рабочим названием «Голос камня». Вот. В общем, у нас название менялось. И Благовещение было, чего только не было, и «Голос камня». Так что нет, я, может, слишком долго отвечаю на очень такой простой вопрос. Ну вот, было как-то так. Скажите, актрису на роль Елены вы искали долго? Да, актриса на роль Елены нашлась, можно сказать, почти сразу. Мы запустились
обработанным проектом в сентябре 2009 года. И я помню, как мы сидели еще в пустом офисе с Олегом, дорабатывали сценарий. И я просто случайно вспомнил об одном впечатлении. Это был спектакль «Король Лир» в театре Женовача. И я вспомнил там актрису, которая играла Регану. Тогда я еще ее отметил, как лицо редкое, и вообще говоря, она не очень востребована. И на тот момент, когда мы снимали, тоже. То есть она снималась где-то в сериалах. Ну, то есть, в общем, она почему-то ее проглядели, потому что актриса, она потрясающая. Вот. И просто вспомнил о ней. Вспомнил о ней, потом решил, что ассистенту по актерам я говорить об этом не буду, вот, потому что она тут же успокоится и будет знать, что Елена у нас есть. Вот, и хотел посмотреть пошире, но в конце концов мы к ней вернулись. Ну, вы начали говорить о следующем фильме, а может поподробнее о нем? Это, значит, рабочее название истории. «Левиафан». Это современная драма, сегодняшняя, провинциальная. Маленький городок и в общем, не такой большой круг героев. Может показаться вначале, что это такая социальная драма, потому что там власть и отдельный, и человек. Человек вот в этих условиях нашей неустроенности, да, такой социальной. Но мне хочется надеяться, что мало-помалу эта история приобретает совершенно другой масштаб. Масштаб неустроенности человека вообще в мире. И такой экзистенциальный ужас, когда у тебя отнимают все. И кажется, ты рожден для того, чтобы сказать, что я здесь царствую, да? Я человек, у меня есть все права, но мало-помалу ты вдруг привыкаешь к тому, что у тебя нет никаких прав, и ты, в общем, песчинка такая. Вот такой какой-то масштаб приобретет, наверное, эта история. Ну, то есть, пока у нас в замысле это мыслится так. Вот я уже больше сказал, чем вчера. Вот. Мы искали натуру на сегодняшний день. Сценарий будет закончен, я надеюсь, вот к 10 числу, к 10 ноября. И, наверное, в середине мы уже запустимся в подготовительный период. На сегодняшний день 4 месяца, стартовав в середине июля, вот на протяжении 4 месяцев переписывался сценарий, который был написан уже 2 года тому назад, сейчас переделывался. Вот. И мы искали натуру. В том числе мы были и у вас здесь, в Беларуси. Вот. Ездили неделю, наверное, к вашим провинциальным городкам, ну, маленьким городкам, скажем так. Это было в августе, в этом августе. Вот. Но здесь мы ничего, к сожалению, не нашли. Ну, или, к сожалению, не знаю, к счастью, не знаю. Для вас, знаете, кино это такое дело. К счастью для вас, потому что слишком у вас как-то все аккуратно, прибрано очень. А нам нужно было как раз неустроенность. Мы поездили по городам и поняли, что все как-то очень опрятно. Вот. В результате мы нашли натуру на севере. Я уже очень много сказал об этом. Больше боюсь, что не стоит. Надо же хоть какую-то интригу сохранить. Вот. Локальная история. Главное. Ну, а актеры какие-то уже есть у вас на примере? Нет, актеров нет. Почему? Нет, актеров Просто вы нет. говорили до этого про подбор актрисы для Елены. Скажите, а для вас вообще важно, чтобы актер был известным, или вы все-таки смотрите на другие какие-то вещи? Скорее на другие, но просто не всегда получается. Но в случае, скажем, с «Возвращением» очень хотелось создать, и была такая возможность, создать такую, что ли, ткань, когда зритель встречается с персонажами впервые. Я искал актера, который был бы 42-45 лет, который был бы никому неизвестен. Нам повезло, мы нашли Костю, который действительно настолько был никому неизвестен, что он просто ушел из театра. И уже к тому моменту, когда мы встретились с ним, в 2002 году, он уже 5 лет как закрыл полностью тему вообще кино и театра. И работал где-то там в баре, администратором, что-то такое.
Вот. Опять же, о нем я вспомнил тоже спустя вот 10 лет. В 2002 мы снимали его, а в 92-м, 93-м я видел его в театре Клима. И запомнил просто интересного актера. Случайно, чудом вспомнил. Вот. В «Возвращении» такая была возможность создать вот такую ситуацию, потому что там, собственно говоря, два мальчика и отец. То есть найти можно было. В «Изгнании» мы такую же задачу такую же ставили перед собой. Искали очень широко, вплоть там, до Владивостока, по разным городам, искали актеров, делали пробы и так далее. Но все в результате закончилось тем, что снимался все-таки известный актер Балуев. Вот. Да и Костю я тоже не хотел снимать. Я хотел найти другого человека, но все в конце концов пришло к Косте. Когда ты смотришь фильм, где там, в главной роли или во второй роли, неважно, да, в каких-то ролях человек, которого ты знаешь, каждую его ужимку, каждый его ухват и каждую интонацию его голоса ты догадываешь, ты как бы видишь что-то такое вот из общего ряда. Вот там прекрасный, дивный совершенно актер Олег Янковский, но ты видишь Олега Янковского в роли сегодня вот в этой роли. Поэтому, когда ты видишь вдруг новую совершенно ткань, ты знакомишься с этим миром, с этими людьми вот здесь и сейчас. Ты их открываешь для себя. Вчера был конкурсный фильм. Меня, наверное, как член жюри, неправильно говорить, давать какие-то оценки. Но вчера был фильм румынский, по-моему, да? Совершенно безвестные люди тебе, вообще незнакомые. Но ты смотришь на это как на какую-то абсолютную реальность, такую вот подлинность. И ты счастлив тому, что ты входишь, тебя впустили вот в это пространство. Да? В случае с Балуевым это было так. Мы собрали 6 или 7 кандидатур самых интересных актеров из разных городов. Они причем были и из Москвы, и из других городов. И там, одну сцену в минутную длину попробовали с каждым из них. Выложили это на видео. Вот. И в какой-то определенный день сели и посмотрели. Все 6 проб одного и того же текста, одной и той же мизансцены, все это слышно. Вот. И поскольку они были смонтированы сегодня, а пробы и разговоры с актерами были еще за месяц до того, ты все что-то забываешь в ощущениях, и вот хочешь увидеть это впервые. И вот ты смотришь это впервые, и совершенно очевидно, что Балуев был лучше всех. Ну просто надо было. И все, выбор определил только это. Что он был сильнее других. Режиссерами рождаются или становятся? Примитивно, как может показаться, рождаются. Мне кажется, рождаются. Просто не всегда знают об этом. Это как, то есть, если даже грезишь ты об этом, быть поэтом, да? Идешь в литературный институт. Выпускной билет не гарантирует того, что ты станешь русским, да? Никак. По-моему, это очевидная мысль. Так же и здесь. Мне кажется, все своими причудливыми путями к этой цели, иногда даже просто не сознавая этого, мечтая, но, в общем, короче говоря, можно закончить ГИК, а можно его не заканчивать, как Тарантино, например. Самоучка. Вот, смотрел видео и стал режиссером. Кстати, Андрей Петрович, вы же тоже по образованию, изначально как актер. Какие вот качества вы в себе обнаружили, чтобы потом поняли, что вы все-таки больше режиссер, а не актер? Личное качество. Я не понял в себе этих качеств. И мало того, никогда не мечтал быть режиссером. Я мечтал быть актером, я мечтал о сцене, мечтал о кино. Вот. Так случилось, что нужда заставила. Москва, 93-й год. Нет ни профессии, потому что я в театр не пошел после окончания ГИТИСа. Нет ничего, ни места обитания, ничего. Я работал дворником, может быть, знаете об этом, там 3 года. И вот в 93-м году меня просто выперли из этой квартиры, мне было жить просто негде. В первый вечер, я помню, ночевал в какой-то машине грузовой, брошенной, с спущенными колесами. Просто открыл дверь и залез туда, благо это было лето.
Вот. Потом я уже там пристроился куда-то там в детский сад, в каморке жил и думал, кто я такой, чего я хочу, чем я хочу заниматься. Позвонил своему другу, который в это время был успешным клипмейкером, оператором. Он снимал клипы музыкальные и рекламу. Позвонил ему и сказал: Игорь, спасай, потому что я, кажется, знаю, как снять рекламу. Получилось. Ну, снял ее. И люди, которые сделали заказ, приняли ее, она им понравилась. Меня это удивило. Ну, и хорошо, и слава богу. Но вот я хочу вам сказать, что этому предшествовал, конечно, такой длинный достаточно период, года 3. Я ходил в музей кино и смотрел фильмы. Очень много, очень много. То есть вот такие были мои, вот это была моя школа. Вот. И очень скоро как-то забыл, уже спустя несколько лет, когда познакомился с Лесневским, с Димой, я до этой поры еще продолжал мечтать об актерской карьере. Вот. И последний спектакль, который я сыграл буквально за несколько месяцев до первого съемочного дня возвращения. Не новелл, вот, за 2 года до того, а именно возвращение. Вот, вы говорили о том, что на вас очень сильно повлияло внимание, в частности, фильм «Затмение». А как вы относитесь к японским авторам? Потому что, мне кажется, это мое субъективное мнение, что по темпоритму какие-то фильмы напоминают Такеши Китано. Это скорее Такеши Китано напоминаю, чем там другие. Да, это было не затмение, а приключение, хотя затмение я очень люблю. И затмение, и ночь. Все эти 3 фильма его очень, очень высоко ценю. Но все началось с приключения. Я был студентом актерского факультета ГИТИСа, 88-й год, кажется. 2-й или 3-й курс ГИТИСа. Я случайно увидел приключения в Авгихе, где учился тот самый мой друг, который мне потом протянул руку дружбы и вытянул из нищеты. Вот. Я посмотрел «Приключения» и вот считаю этот момент таким поворотом для себя, потому что я совершенно по-другому посмотрел на кино. Я вдруг понял, что есть, какими возможностями оно обладает. Вот. Если же говорить о Такеши Китано, мне очень нравится его картина «Фейерверк». Но опять же повторю, что вот эта созерцательность, она присуща вообще японской культуре, да? Но думаю, что вот все-таки склонен предполагать, что все началось с него, с Антониони. Это такая вершина, это ренессанс вообще мирового кино. Это самая вершина, Джамалунгма такая. То есть мне кажется, что вот в 60-м году и вот вокруг этих событий с приключением, которое, кстати, общество, аудитория, зритель, даже фестивальный зритель не принял. В 60-м году, когда фильм вышел и был в Каннах в конкурсе, освистали картину. Жюри, члены жюри дали какой-то приз за открытие нового языка, а аудитория не приняла, потому что это было непривычно. Вот. Но мне кажется, это просто поворотный момент вообще в истории кино. Потому что вдруг открылись, я не такой историк кино, как, скажем, вот Нина, или какие-то, может быть, меня поправят, вот, но по мне, у меня своя такая иерархия, да, свои события, исторические именно события. Мне кажется, вдруг кино как бы открыло себя и сказало: ребята, у меня еще есть вот такие возможности. Вот это божество открыло новые смыслы через Антониони. Вот. Возможно, что не только благодаря ему самому, он был просто таким орудием, что ли. Через него сосуд реализовался невероятный пласт возможностей киноязыка. Да. А какие книги на вас больше всего повлияли? Или книга? Книга. Больше всего. Вы имеете в виду так же, как с возвращением? Как с приключением? Да. Какое-то такое поворотное событие, да? Да. У меня было 2 причины, по которым... У меня было 2 причины, по которым я приехал в Москву.
Я жил в Новосибирске, закончил театральное училище Новосибирское актерский факультет. Вот. И судьба моя была совершенно ясна, и я даже помню этот момент, когда я уже играл на втором курсе театрального училища. Я в этом театре, где мастер-курс был главным режиссером, я там уже играл какие-то спектакли. Я помню, зашел в гримерку, посмотрел в это зеркало и понял, что вот здесь я стану заслуженным артистом каким-нибудь. Вот здесь я сыграю вот такие-то роли. Я понял, что я вот здесь буду сидеть всю свою жизнь. Вот однажды я это вдруг понял. Второй курс или третий курс. И я понял, что вот она, моя жизнь, сузилась до улицы Гоголя, где я жил, и вот центр Новосибирска, ТЮЗ, и все. И я почувствовал, что ну так не может быть, надо что-то еще. Но этим событиям предшествовали два очень мощных впечатления. Первое впечатление – это я тогда же, на втором курсе, это 82-й год, увидел фильм с Аль Пачино и понял, что я ничего не знаю. Я не понимаю, то есть как он это делает. То есть я абсолютно безоружен. Я понял, что я так никогда не смогу сыграть. И я не понимаю, как он это делает. И я должен это узнать. А где? Здесь я понял, что уже не узнаю точно, потому что основной путь я уже там прошел, да? И я понял, что мне нужно куда-то. Куда? 82-й год, только в Москву. Других путей не было. Никакая нью-йоркская киношкола, это вам сейчас может там грезиться, или французская киношкола. Тогда это был Советский Союз, все, другого мира не было. Это был весь глобус, Советский Союз. От Бреста до Владивостока. И я стал мечтать о том, что я приеду в Москву, и там буду, я отвечаю на ваш вопрос, и там буду, значит, и там буду учиться тому, чему научен Аль Пачино. Он был абсолютно моим кумиром, я был совершенно очарован, потрясен, и, в общем, это было для меня уникальное. Потом уже появился Роберт Де Ниро, и там они меня сравнялись в какой-то момент. Потом Де Ниро одолел, все это было потом. Вот. И я поехал в Москву. Поехал в Москву летом, будучи студентом, попытать свои силы. Вот. Это был как раз 82-й год. С моим другом, с моим же однокурсником мы приехали просто так, знаете, поступить. Что получится? Ну, не имея документов, по сути, потому что все документы у нас в театральном училище в Новосибирске. Так, пошалить. И посмотрели, значит, несколько спектаклей. Один из них меня потряс так, что я понял, что я к не лягу, но я приеду в Москву и буду здесь учиться этому. Это был спектакль по Достоевскому. Назывался он, по-моему, так, «Записки из подполья» или «По поводу мокрого снега». В общем, это по ночам читателя. Как он называется? Записки от мертвого дома? Нет, «Белые ночи». «Белые ночи» и... Нет, не «Записки от мертвого дома». Это «Белые ночи» и «Записки из подполья». Там глава есть такая по поводу мокрого снега. Это разговор главного героя с проституткой. В театре Маяковского на малой сцене шел этот спектакль, и я вышел оттуда совершенно ошарашенный. И я окунулся в Достоевского, начав с этого. «Преступление и наказание» еще прочел в 8 классе. И вот на долгие годы это был главный для меня автор. Это было главное, что меня больше всего волновало, интересовало, то, с чем я вошел в абсолютный резонанс и так далее. Так вот определенно вам назвать какую-то определенную книгу, которая меня еще как-то так сильно повернула, развернула, очень трудно. Может быть, еще с Ницше произошли какие-то вещи, такие со мной необратимые. Я даже для себя сформулировал, что есть книги, которые просто опасно читать. Вот. Так было с антихристианином Ницше, потому что он так сразил голову наповал. Ты был почти убежден в том, что ты движешься в правильном направлении, а тут тебе вдруг такой удар. Вот. Но полезный.
Вот, я не смогу больше назвать никаких таких ключевых событий. Они были просто в общем виду. Ну, то есть в таком обретении каких-то новых смыслов, конечно, с потрясениями, с ночами напролет, с залитыми страницами, слезами. Все было, но таких ключевых каких-то глобальных событий не смогу больше назвать. Да. Вот, на ваш взгляд, современное российское общество, оно какое? И вам вообще не страшно жить в России? Это в Беларуси спрашивают. Ну да. Мне кажется, это этот вопрос продолжить. Да. Не мучились по Давайте. поводу цвета. В мировом кинематографе это есть тенденция, ну вот тот же Висконси, вот очень классные фильмы на эту тему. Фильмы без героев. «Смерть портрет в интерьере», замечательнейший фильм, такой Ланкастер. Мне кажется, что ваша Елена, она, в общем-то, и сейчас много таких фильмов. Они тоже продолжают эту тенденцию. Но, к сожалению, действительно, общество кошмарное. Может, оно и не только в России кошмарное, но кошмарное и в Америке, вероятно, для американцев. Вот ваш фильм «Елена» — это фильм без героя, там героя же нет. Это антигерой. Вот, может быть, наверное, ну, я не знаю, или это вам просто попадается сценарий, или вы сознательно выбираете такие сценарии. То есть, ну, тоже как повлиял, может быть, и итальянское кино, тех времен, которое мощное на самом деле. Если вы смотрели «Висконси», Да, смотрю. его фильмы замечательные, последний фильм «Невинный». Может быть, я, честно говоря, Висконти не является моим, как сказать, кумиром. Как получилось, сложились у меня отношения. Но я видел несколько его фильмов, в том числе и «Портрет в интерьере», конечно. А по части героя, я не знаю, как этот вопрос с этим перекликается, потому что мне нужно все-таки на него тоже ответить. Как что-то хоть ответить. Относительно героя, ну вы, наверное, правильно углядели. Я действительно не ищу истории, где был бы герой. И где, герой, которого надо было бы как-то так акцентировать на нем внимание. Мне интереснее истории, где просто человек, некий человек. Он может быть героем, главным героем фильма, но он не является героем в том самом смысле, о котором вы сейчас говорите, да? Наверное, если я правильно вас понимаю. Для меня героем является не героем, а основным, что ли, побудительным мотивом к тому, чтобы выбрать и взяться за эту историю, является ситуация, в которую попадает не герой, а просто человек, некий человек, в ситуацию выбора. Вот перед ним выбор, как перед Еленой. И что она делает? Вот таким образом получается акцент перемещен с персонажа, то есть с личности, с человека, в пространство его поступка, его выбора, личного выбора. Вот здесь и сейчас в наших глазах. Вот. Мне такие истории интересны. И скажу вам так, что это не идет от какой-то мысли. Вот, наверное, сейчас актуально, что ли, как вы говорите, много таких фильмов, что надо бы выбрать некое направление. Сделаю-ка я кино без героя. Нет, это просто естественный ход вещей. Вот. Что же касается трудно и страшно ли жить, мне кажется, во все времена страшно жить. Вот. Иногда этот страх как-то сгущается и персонифицируется в определенных персонажах. Вот. Ну, конечно, нехорошо переживать, некомфортно переживать моменты, когда тебе отказывают в каких-то свободах и так далее. Но мне кажется, государство — это такой монстр, он по-другому не может существовать, он изобретен нами самими. Люди придумали для стабильности такую организацию общества, которая называется государство, и вот оно, собственно, нас же самих и пожирает. Ничего тут такого нового нет. Конечно, комфортно жить, когда ты свободен. Наверное, это трудно. Обрести такой покой и такую независимость, когда ты не зависишь от властей. Мне очень трудно на эти темы рассуждать, я не политик, и, честно говоря, меня она совершенно мало интересует. Я только досадую на какие-то моменты, которые происходят. Вот. Когда у тебя нет выбора, когда
когда все эти процедуры голосования на самом деле являются фикцией, конечно, досадно и оскорбительно это сознавать. Вот, когда президент говорит, что он является гарантом жизни и достоинства, и одновременно лишает тебя вот этого достоинства, когда ты совершенно ясно понимаешь, что у тебя нет никакого выбора, голосуй, не голосуй, это абсолютная, как это сказать, фикция этого процесса. Конечно, неприятно осознавать, что тебя не берут в расчет. Но, мне кажется, единственный выход из этого просто делать свое дело и все. А скажите, пожалуйста, сценарий вы пишете в авторстве или все-таки ищете? Вы же сценаристов, там, сериалов? Ну вот сценарии, которые у нас сейчас уже есть и ждут там своего часа, их 3. С 4-м мы сейчас запустились, это Левиафан. Вот 3 другие, да, они сделаны в соавторстве с моим другом давним и соавтором Олегом Негиным. Елену написал он, «Изгнание» мы делали вместе. Вот. Или Левиафан сейчас пишет он, сидит и пишет. Обещал, что 10-го даст первый драфт. Случается так, что присылают сценарии, я их смотрю, и может случиться такое, я допускаю, что эта вещь будет настолько сильна, что перешибет мои намерения. Такое может быть. Я это допускаю, и поэтому иногда читаю какие-то вещи, которые приходят со стороны. Да. Андрей, скажите, пожалуйста, вот понятие авторское кино, это сугубо режиссерское или, может быть, вот это заложенный сценарий? Что такое вообще авторское кино? Что такое авторское кино? Ну, авторское кино — это кино, то кино, у которого есть автор. Просто автор есть у всего, но иной раз ты смотришь и отличить не можешь одно от другого. В общем, это такая калька, как бы сказать, шаблон некий. А если есть автор, и ты его узнаешь, его почерк, это и есть авторское кино. Больше того, я вам скажу, меня удивила одна история, которую рассказал Жоэль Шапрон не так давно. Была какая-то конференция, где он высказывается относительно того, что есть авторское кино во французском кино. Значит, у них никогда никто, ни на каком этапе кинопроизводства, готовность сценария там, и так далее, на всех этих этапах не рассматривают, не разделяют одно от другого. Это просто кино. И только в тот момент, когда фильм готов, снят, когда некая комиссия смотрит эту картину и решает, это авторское кино или это другое кино. И тогда уже они там дают какие-то возможности, государство помогает в прокате и так далее. Потому что это наверняка сложное кино, авторское это все-таки такое, знаете, не для всякого зрителя или как-то так, да? Ну, мы же понимаем, что это не темный рыцарь, да? Туда рекламируй, зови, не зови, все придут. Вот. Вот это мне нравится позиция, потому что на самом деле действительно готовый фильм, каким бы ни был сценарий, он может стать либо чем-то таким, что можно назвать как авторское кино, либо каким-то общим местом. И вот так я бы ответил. Вот так отвечает на это французский госкино, я не помню, как это называется, эти организации. Давайте вопросы еще. Скажите, пожалуйста, вот ваши картины по жанру все-таки драмы, да, вот вам никогда не хотелось комедийную ленту снять? Или вам эта сфера как-то не очень интересна? Ну, Шекспир писал и трагедии. Вы знаете, что Шекспир неизвестно кто, да? Да. Гелилов считает, что их там было 2. Кто из них отвечал за комедийное направление? Я не знаю, мне кажется, что комедию это, вообще говоря, очень сложный жанр. Сделать действительно смешно, а не когда смешно всем на площадке, а потом непонятно что, очень трудно сделать. Это надо обладать каким-то таким особым даром. Вот.
так складывается, я не выбираю ни жанр, ни направление, просто я хочу делать вот это. Оно складывается и получается таким. Я себе таких вопросов не задаю. Я с удовольствием смотрю и комедии, и коммерческое кино, того же «Темного рыцаря» сегодня уже упомянутого, да? Но делаю что-то, то, что делаю. Не знаю, по каким причинам. Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к критике, ну, в частности, негативной, ранит ли вас вообще, раздражает как-то, или вы научились уже реагировать уже как-то так, что не подпускаете какие-то? Понемногу научаюсь реагировать. Ну, конечно, реагирую. Реагирую, да. Я помню, я, наверное, так устроен. Я помню, вот читал интервью Джармуша, книга «Интервью» вышла его, и там была такая фраза, что однажды, говорит, лучшие рецензии на свои фильмы я считаю рецензию, и процитировал ее, значит, что Джармуш, если в кино, это Даун в семейке Симпсонов. То есть, вот и он рад, что его так называют. Вот это вот хорошая рецензия. У него есть, наверное, какой-то аппарат, который внутри позволяет ему оставаться спокойным, невозмутимым и непробиваемым. У меня другая была история с возвращением. У меня было ощущение после фильма «Возвращение», когда критика просто обрушилась, и такая была жесткая, но во всяком случае мне попадались такие рецензии. Я понял, что мне просто нужно заканчивать это делать, просто перестать снимать. В буквальном смысле я понял, что я что-то делаю не то и так далее. Поддержкой для меня была только вот ситуация, которая сложилась с фильмом в Венеции, и ответ зрителя и так далее. Вот. И тогда же я для себя решил, что я больше вообще ничего не читаю. А мне еще мои друзья звонили, говорят, слушай, вы про чего? И цитируют, я говорю, слушай, Володя, я говорю, все-таки, нет, ну конструктивная же бывает критика, но она же может тебе помочь. Я говорю, где? Какая конструктивная? Она меня только разрушает. Я так устроен, я не могу. Если, возможно, если бы это было бы как-то выражено другим языком, наверное, деликатнее, что ли, или как-то, или конструктивнее, я не знаю, какой-то такой разговор, когда можно действительно, отстранившись от того, что ты сделал, поговорить о каких-то, о конструкции, о форме, а стоит ли делать так, можно сделать так. То есть такой разговор доверительный, что ли, или какой-то такой... Короче говоря, не люблю я критику. То есть, понимаете, критик — это же человек, который так нас смотрит, он видит больше нас всех и видит в предмете, на который смотрит, и видел до этого целый корпус такой огромный, он из этого исходит. И вот если это какой-то анализ, или там такой серьезный, как бы, с такой базой, культурной базой, а не ругань. Я говорю, когда я говорю о критике, я говорю о ругани, о той самой, которая позволяет себе зрителям, которые еще не видели картину, спойлеры запускает. Я никогда не забуду в «Известиях», по-моему, «Возвращение», еще никто его не видел. В сентябре публикация, в октябре премьера. Фотография Кости Лавронина, который лезет вверх, и подпись. Значит, отец главного героя фильма, Константин Лавроненко, за 2 минуты до гибели. Как можно было такое вообще сделать? Ну как? Это я считаю варварством по отношению к зрителям и к фильму. Вот. И когда это вот такая, знаете, как сказать, оголтелая или какая-то такая непродуманная, быстрая реакция, и скорее такая какая-то негативная, конечно, негативный отзыв легче написать, потому что ты кипишь. Сейчас ты напишешь про это. А анализ холодный, спокойный, взвешенный. Что для вас смерть на экране? Ну, убийство было, либо... Что такое смерть на экране? Да, ну, для вас. То есть, очень много, ну, все, что я видел, люди умирают. Это очень важно. Ну, в ваших фильмах. В Джеймсе Бонде направо-налево умирают. Заметили? Их убивают. Причем безо всяких причин. То есть он, главное, что ему нужно прийти к цели. А вокруг там, что он там, торговцев на рынке с последней недели, просто никого не волнует, что там разлетаются люди на части. Никого не волнует. Слушайте, но это же жизнь. Это же наша жизнь, нас всех это ждет.
И почему об этом не нужно говорить, я не знаю. Но так складывается, в наших историях складывается так. Если вы видели, ну да, короткометражки тоже об этом. Но там жанр это определял. Ну, это банально говорить, даже как-то себя неловко чувствую, но вопросы жизни и смерти и так далее. Может, тут сейчас могу нагромоздить здесь этих слов, банальных, ничего, ни о чем не говорящих. Вопросы жизни и смерти – это то, что всегда интересовало искусство и так далее. Вы меня поставили в тупик. Да, во всех трех фильмах смерть. Когда говорят, скажите с надеждой, почему у вас отец в конце умирает от возвращения? Как бы хорошо было. И есть основания к тому, что вот Мне очень нравится, что он жив, что вот он сейчас встанет. Я говорю, если он встанет, не будет этой истории, не будет этого, этот миф не будет воплощен. Нельзя, чтобы отец, то есть он просто должен был умереть, иначе нет жертвы, иначе нет этого события. Тогда это просто, мне мило, хорошо, он уцелел, как хорошо, я вышел из зала, все целы, все живы впереди. Это же экран, это же проекция, это повод для мысли. Понимаете? Это не смерть в чистом виде. То есть это же предмет для рассмотрения. Хорошо, еще один такой же вопрос. Давайте. А вы придумываете, как убить героя? То есть, потому что возвращение... Какого, например? Возвращение, он умирает очень тяжело. И первый раз, и второй раз. То есть, когда он падает, когда он... Техасскую резню бензопилой видели? Но это не воспринимается по-настоящему. Я вот не видел, но знаю, что там... А это здесь по-настоящему? Это очень... Что вы имеете в виду? Во-первых, так, сценарий Новотоцкого и Моисеенко. Он погибал именно так. Вот. Он погибал именно так. Тут я ничего не придумал. Вся придумка заключается только в том, вот в этой мгновенности его гибели. Я никогда не забуду, как, значит, отсняли уже много чего и склеили какие-то лучшие дубли, так просто посмотреть на съемочные площадки, там где-то на Ладоге, в ресторанчике, решили посмотреть. И там был хозяин этого ресторана, пришел с нами, присоединился к нам, посмотрел это все, увидел, там было как раз кадры с падением отца. И потом мы едем куда-то, он нас подвозил и говорит, то есть ничуть не смущаясь, что за ним сидит оператор фильма, режиссер, он говорит, вот наше русское кино, вот оно все такое. Снимали бы американцы, он бы, я даже потом эту фразу просто цитировал его, эту фразу, он говорит, он бы влетел бы, они бы сняли бы с крана, как он там летит головой, бьется об бревна, там брызги были так, чтобы прям мы поверили, что а то что ты сорвался и все. Я ничего не нашел, что сказать, я говорю, вот у нас так, я говорю. Вот я говорю, вот поэтому русское кино там, а голливудское кино, вот, понимаете, мы его и смотрим. Вот, но мне кажется, и казалось тогда, и сейчас кажется, что именно такой взгляд на это событие гораздо сильнее ранит, как вы говорите, это очень настоящий, потому что, мне кажется, так это и происходит в жизни. То есть, вот так же внезапно и необратимо, понимаете? Еще если представьте себе, он лежит, они подходят к нему, более банального, ничего не придумаешь, что это как бы такие штампы, помноженные на штампы. Вот. И мне как раз нравится, что уже нет никакой возможности все отыграть назад. Нет никаких последних слов. Все слова сказаны. Он там говорит, Ваня, сынок, он все сказал. И мне кажется, это как раз сильно так работает. И придумано это было, решено вот это все. Человек, который там у нас на верхотуре, значит, 22 метра над землей высота. Человек, боящийся высоты, питерский дольщик, катил эту тележку с камерой на такой мини-тележке с штатив был. И я смотреть туда не могу. Вот. И, да, придумали с каскадерским трюком там, и так далее. Там внизу, конечно же, лежит статист, Костя проваливался там под... и так далее. В общем, технические решения, мне кажется, там понятно. Еще можно? Давай. Когда он тонет в лодке, как вы это сняли? Потому что настолько по-настоящему входит в глубину. Да. Как вы это сделали? Мы это сняли в павильоне. Это был бассейн, метра 3 на 3. Там только была лодка. Мы, кстати сказать,
между прочим, вот я помню, я уже не буду называть имени этого оппонента, потому что он все время оппонирует. Вот, но он где-то, этот человек, телеведущий известный, сказал о возвращении, я, правда, не слышал эту фразу, мне передали, что, дескать, рыба, которая ловится в фильме «Возвращение», это его прямая цитата, практически, я повторяю его слова. Вот такая рыба, которую ловят дети в этом озере, в этих озерах не водится. Это сказал человек, который занимается кино. Да? Вот и я говорю. Какая разница? Мало того, не то, что это не просто не имеет никакого значения. Не о рыбе. Не о рыбе, хорошо, а о том, как он, значит, тонет. Так вот, я хочу сказать, что вот почему же он прицепился к этой рыбе? Лучше бы он прицепился к тому очевидному факту, что деревянные лодки не тонут. Мы с горем пополам утопили эту лодку. Она не тонет, она просто не подчиняется. Мы утянули. Мы прицепили снизу какие-то веревки, там были какие-то, как это называется, в общем, такие устройства, которые позволяли в стороне от лодки, здесь из-под воды тянуть этот трос с усилием. Там были грузы песчаные такие, песочные мешки, сэндбэги, вы знаете, наверное, если кинематографист, я чувствую. Вот, значит, лежали, устлано все дно было этими тяжеленными мешками, промокшими насквозь. Вот. И все равно на лодке стоял человек двумя ногами на борт опираясь и раскачивал ее, чтобы в нее зачерпывалась вода, а потом по команде, значит, ее опускали с усилием вниз. Костя, естественно, ну, то есть ему заткнули и уши, и нос, потому что вода затекала. Вот, много дублей подряд пытались это сделать, очень трудно давалось. Кстати, на сайте, у нас есть, значит, сайт az-film.com, там в главе фильма «Возвращение» есть фильм о фильме, часовой фильм, там все это показано. Да, этот эпизод, как мы это снимали. Вот. И в результате, конечно, когда, причем мы монтировали очень на таком маленьком мониторчике, я этого не видел, но когда копия была уже готова, и мы смотрели первый принт, я с ужасом увидел, что Костя моргает. Костя моргал, ну, потому что это невозможно, ну невозможно не реагировать вот, на все это. Вода и заливает. Он моргнул. И мы отсканировали этот кадр, отдали компьютерщикам, и они заморозили ему глаз. Вот. Так что вот так это было. Спасибо. Трудно и мучительно. Можно вопрос? Да. Расскажите, пожалуйста, вот были ли у вас есть вообще какие-то параллели с Достоевским? С Достоевским? Преступление и наказание. Преступление и наказание? Какая новая мысль, слушайте. Нет, ну конечно есть. В том смысле, что об этом очень многие говорят. Но сознательно никакой такой идеи занести туда вот эти параллели не было. Скорее, в большей степени, вот я об этом говорил, там же на сайте вы можете найти разговор наш с Ксенией Голубович. Очень был хороший разговор вокруг Елены. Он называется «Зеркало». В «Новой газете» был опубликован диалог. И там как раз я говорю о том, что если говорить о какой-то параллели с Достоевским, то вот одна была идея, которая нас очень волновала. Это как раз... Еще раз? Гибель главного героя. Нет, не гибель главного героя, а место из диалога черта с Иваном у братьев Романовых, где черт говорит о том, что у него его главная мечта, они там много о чем разное говорят, и в какой-то момент он говорит, дескать, вы знаете, какая моя главная мечта? Главная моя мечта — воплотиться в семипудовую купчиху, которая ходит в церковь и свечечки ставит, и поверить во все то, во что она верит. Вот моя вожделенная мечта, говорит черт. Вот эта идея нас очень... По сути, она породила этот эпизод в храме, которого не было в английской версии сценария. Потом уж, когда мы об этом говорили, вдруг родился этот образ. То есть мещанина, обывателя, который просто, как сказать, прибегает к этим средствам исключительно как язычник. Он думает, что достаточно таблетки выпить, и все станет хорошо. Помолись, и все будет хорошо. Это языческое, такое потребительское отношение к вере, к Богу. Вот эти идеи там были.
показания нет. В любом фильме о преступлении можно увидеть эти параллели. И скорее их можно найти в фильме «Матч-Пойнт», да, Вуди Аллена. Там прямая цитата, и вообще говоря, вся эта история напрямую реализована. Вот. Спасибо. Да. Слушайте, вот ваш короткометражный фильм, который вы сняли для проекта «Нью-Йорк любит тебя», почему он именно такой? Почему именно такой сюжет? Вы видели в Нью-Йорке именно такие? Почему он не вошел в итоге в официальную версию фильма? В официальную версию фильма он не вошел, потому что продюсеры показали картину фокус-группе, то есть они собрали аудиторию и показали весь фильм целиком. И про две новеллы, в том числе и нашу, зрители сказали, что очень медленная, скучная, неинтересная, непонятно вообще о чем, какой черт там это нужно. Это успех. Они ее оттуда удалили. А что касается того, как, она просто родилась. Мы поехали в Нью-Йорк с Мишей, с оператором, на поиски натуры, и как бы повод такой формальный был на поиски натуры. Но на самом деле у нас была договоренность с продюсером о том, что мы, как он обещал, что вы в Нью-Йорк приедете, в Нью-Йорк у вас будет inspirations, обязательно вы что-нибудь придумаете. Мы приехали придумать историю. Но я вам скажу честно, я никогда не рассматривал эту историю как историю вот, непременно отражающую это название. Нью-Йорк, я тебя люблю. Ясно же, что это просто история любовные встречи, расставания, драмы и так далее, просто разворачивающиеся на фоне там, того или иного города. Я смотрел на это так. Это не документальный фильм о Нью-Йорке, это просто история, которая случилась в Нью-Йорке. Ну там, конечно, есть связи, там Бродский, это дом его, действительно, Мортон-стрит, 44, место, где он жил некоторое время. Вот. Стихотворение Одена, то есть перевод Бродского, Одена, которого он боготворил, любил очень, был дружен, был с ним знаком. Вот. И тут вот эти связи сработали. Русский режиссер приехал в Америку, чтобы снять фильм, как-то связанный с русской культурой. Я так для себя это понял. Не было цели такой, так сложилось. Мы просто пришли в один из первых же дней на Мортон-стрит, чтобы посмотреть, где он жил. И первый вопрос, который кто-то из нас задал, то ли я, то ли Мишка, дескать, интересно, какие его окна. Вот этот вопрос туда и вошел, в эту картину. А когда на съемочной площадке девушка Хизер, ее зовут Хизер Матарадзе, говорила этот текст, потом в паузе он говорит: а кто такой Бродский? Я вам потом расскажу, давайте сейчас с ним, я потом расскажу. И какие действительно его окна. Вот. Я потом расскажу, не забыл, честно говоря, я расскажу. Как вы работаете с актером? Вы согласны с утверждением, что я с ним не работаю, его надо, вернее, правильно отобрать, потому что с ним не столь важно работать, сколько правильно с этим. Да. Ну и все-таки вы как бы по первой специальности актер, то есть это же вам очень должно помогать как-то понимать это. Конечно, мне тоже кажется, что это помогает. Я 8 лет жизни отдал этому, то есть 8 лет образованию, и еще там некоторое время все-таки работал как актер. Поэтому я знаю, как, мне кажется, я надеюсь, что я могу помочь актеру, могу понять, что для него является препятствием вот в этот или в тот момент. Могу ему как-то помочь, мне кажется. И, конечно, главное, да, действительно отобрать. Точный отбор актера – это 50% успеха. Это не мои слова, это Кислевский говорит. 50% успеха фильма – точный кастинг. Когда ты видишь, что все как бы из одного оркестра маленького, да, ансамбля, квартета, у них у каждого свой инструмент, но они играют одну музыку, они как бы из одного теста. Не этот вдруг как черт из коробки выскакивает и делает коленца, а они все как будто из одной тканью схвачены, да? Вот это очень важный момент. Вот во вчерашнем фильме полное ощущение, что все от этой девочки, и кончая там взрослыми персонажами, мать такая прекрасная, которая плачет, я в тебе так разочарована. Замечательный фильм, мне очень нравится, но это ничего не значит. Значит, вот они все как будто бы из одного теста. Мне кажется, что я не знаю просто, кто сделал этот фильм, у меня даже было такое подозрение, что может быть вот главный герой. Это другой человек, да? Не главный герой. Не главный герой, режиссер. Да?
Ну вот, он прекрасно подобрал ансамбль. Прекрасно. И как-то их всех направил в одно русло. Они как будто играют одну и ту же музыку. Вот. Это очень важно. Вот это важнее всего. Главное требование к актеру в кино, чтобы он был подлинным, чтобы ты верил тому происходящему. Вот. И еще одно соображение, если тут есть ребята, которые вот занимаются кино, мой опыт подсказывает, могу поделиться этим ощущением, что актеру в кино не нужно рассказывать про сверхзадачу. Потому что в театре это обязательное условие. Актер в театре вообще является твоим, как бы сказать, вот режиссер, создатель спектакля. И актер это как такое некое целое. Актер в кино, в общем, может быть просто элементом пейзажа или, понимаете, да, никакого здесь уничижения актерской профессии нет. Потому что в кино просто ты не можешь охватить всего, это первое. Второе, крупный план, если ты там играешь смыслы, это не дай бог, понимаете? И лучше бы актеру не знать этого, лучше бы актеру самому бежать от этого. Не рассказывай мне про замысел, я хочу только вот в этом эпизоде, 3-минутном, быть просто подлинным, все. Даже без перспективной там, сцены, вот в следующей сцене у меня вот это. Нет, здесь и сейчас, в конкретный момент. Это очень важно, мне кажется. А как тогда актер соглашается на роль, если он не знает в принципе замысел? Почему, например, тот же Константин согласился, когда он уже давно ушел от кино, от театра? Ему я рассказал Косте, о чем будет фильм. Вот. И как он потом рассказал, значит, он пришел на кастинг, и это был единственный человек, который на видео просто молчал. Я потом это уже смотрел, когда видео на него, он просто сидел, молчал и слушал, а я ему минут 40 рассказывал, о чем этот фильм, потому что я почувствовал, что это он, что мы нашли того человека, и из меня все это вывалилось. Вот. И он говорит, что из самого рассказа было ясно, что ему это интересно, а потом, когда он прочел сценарий, он вообще заболел этим фильмом, и позже мне вспоминал о том, что, говорит, ты знаешь, что я 8 месяцев терпел и ждал. Я говорю, чуть сердце не лопнуло, когда ты утвердишь или не утвердишь. 8 месяцев мучений. Вот. А что касается, почему соглашаются? Ну, потому что, скажем так, вот Катерина, актриса приходит на пробы, у нее есть эта сцена. Она пробует ее. Ей либо достаточно этого материала, чтобы понять, что ей это интересно, либо она прочитывает. Ей, по-моему, Лядовой дали всю ее роль, все ее эпизоды. Вот. Ну, я попросил ее о том, что я сценарий еще не готов, вот, хоть он был готов. И я потом, когда-нибудь все это увидишь, ну поверь, там все хорошо, вот твои эпизоды, это все, что вся твоя линия. Не знаю, это выбор актера. Если нужно, я мог бы объяснить вот эти же соображения человеку, который бы... Вот с Георгием на изгнании было именно так. Он обижался на то, что он говорит, я же такой же художник, мы же вместе делаем. Ну, поверьте, вам просто незачем знать, что там происходит. Понимаете? В особенности вот такой театральный актер, воспитанный на сверхзадаче, на сверхсмысле, да? Если бы они знали, что происходит в семье Веры и Алекса, и чем все закончится, они бы с первого кадра несли на себе печать драмы, понимаете, изгнания, вот этого всего. В кино не должно быть этого. Должно быть что-то спонтанное, живое. Я здесь и сейчас абсолютно живой. Ну а уже мера того, что есть живое или нет, это определяется, конечно, каждым по-своему. Кто-то идет в документ, кто-то создает какую-то очень условную реальность и так далее. Скажите, пожалуйста, в фильме «Елена» я заметил очень длинные монтажные кадры, и где проходят там диалоги, дети. А вот вам так и проще снимать или сложнее? Как это влияет на скорость съемки? Сложнее или проще? Вы имеете в виду вот этот длинный проход в лесу? Вот я помню, например, когда героиня приходит в гости к своему сыну, Да. она входит в комнату, они там общаются, потом выходит к своему сыну, он там собирается выходить из подъезда, это все один кадр. Потом он идет на лифте и опять идет там драться, по-моему, тоже. Да. Я не знаю, насколько сложнее это или проще. Не смогу на этот вопрос ответить. Потому что если ты дробишь, монтируешь, то каждая перестановка влечет за собой перестановку света, и там большие потери во времени и так далее.
это, как бы сказать, вот сложности такого пути, да, монтажного. Если там, скажем, диалог на кухне разбить на 5, там, на крупные или средние планы, то это всякий раз перестановка и так далее. Здесь это берется одним планом, но это не значит, что проще. Например, сцену на кухне, вот эту маму, ты поговорила с ним, ну как там насчет там денег? Да жмот он и все, перестань, в смысле, Сереж, перестань. Хорошо, что, так сказать, благодаря ему там, мы имеем то, что имеем, ну и так далее. Вот это первая сцена на кухне. Мы сделали порядка 20 дублей. Актеры измучились, там было душно очень, но мы делали очень много дублей, потому что ясно было, что на протяжении всех этих там 2,5 минут в этой сцене все элементы должны были сложиться. То есть от начала и до конца это должен быть идеальный план, скажем так, ну условно говоря, да? И поэтому ты его добиваешься вот такими репетициями. Или проход этот с дракой, я вам скажу так, мы сняли всего 2 дубля. На самом деле там был еще один третий, но он заранее было ясно, что он будет бракованный. Даже, точнее, не заранее было ясно, а уже на площадке мы вдруг поняли, что мы там просчитались. Труба, вот эта ТЭЦ, заслонила солнце, и мы решили, что солнце ушло. И мы запустили первый дубль, пришли туда, когда вошли в это пространство, поменялась точка, и солнце прям лупило нам красное, такое закатное солнце в объектив. И ясно было, что это неправильно, и не может такого быть, поскольку, вы помните, она подходит, если вы помните, к дому, это как раз закатное солнце там и висит. Следовало бы предположить, что оно там так и осталось. И дожидается этой драки, да, в лесу. Так вот, это было сразу ясно, что в корзину, и мы сделали только 2 дубля вот этого прохода к месту драки и самой драки. Только 2. Но мы репетировали его весь день. То есть, я, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что решение какого-то плана, эпизода одним длинным планом, включением начали и стоп длинным, не означает, что это проще. Иногда это сложнее. Мне кажется, это гораздо сложнее, поэтому мне было интересно, может быть, это для вас проще, или вы все-таки это должно быть терпеть. Еще раз. Ну, то есть я и воспринимал, что это гораздо сложнее должно быть. Мне было интересно вот ваша мотивация, почему вы решили, например, сцену на кухне делать именно там? Какую? Вот ту, о которой мы говорили сейчас? Вот, которая до драки, когда героиня кричит. Я понимаю, что технически это должно быть как-то сложнее. Там не на кухне, там в комнате, вы видите. Да, в Вы комнате. сейчас утверждаете, что это было гораздо сложнее. Сложнее, да. А когда у вас же, наверное, была какая-то причина принять такое решение? Никакой такой внешней причины, скажем, там, какие обстоятельства, нельзя поставить камеру, там, допустим, на средний или крупный план другого персонажа, то есть смонтироваться. Такой причины не было, тем более мы были в павильоне, это квартира Сережи и квартира Владимира, это все павильоны. То есть мы могли себе позволить там, снять стену, переставить свет, и все это могли сделать. Это не малогабаритная квартира, где прибор тут был подвесить. Вот. Просто такое было решение. Решение длинными кусками, такими монотонными, не монтажными, такое погружение вот в эту реальность. Мало того, я уже и здесь говорил о том, что мы могли менять точку, скажем, всякий раз, когда мы оказываемся на кухне Сережи, поменять точку с тем, чтобы показать еще какой-то там момент, еще какой-то ракурс этого пространства. Но было принято решение снимать с одной точки, практически всегда одной и той же оптикой, для того, чтобы попасть в вот этот день сурка, знаете, такое вот одно и то же, монотонное вот это вот сидение у холодильника и так далее. Ну, трудно мне объяснить, почему мы так решили. Мы так решили, что это будут длинные куски. Если вы чувствуете, что что-то внутри актера Да. вам мешает, чтобы он сыграл так, как вы хотите, Да. то вы же не можете, опять же, как и сверхзадачу ему сказать прямым текстом, или вы прямым текстом ему и говорите, что меньше того, или вот это, или как-то завуалированно. А просто так и говоришь, чуть поменьше этого, а тут чуть-чуть добавь. Причем это такой птичий язык. Там, с Костей Лавроненко у нас абсолютно птичий язык, то есть он непонятен кому-то может оказаться, а Костя угадывает это. Это междометие буквально. И вот здесь, Костя, вот в этом месте, вот чуть-чуть, я понял, и делай так, как ты предположил, не назвав это в точности
какими-то определенными словами, в особенности словами о замысле. Здесь ты страдаешь, потому что доля человеческая такая. Понимаете, вот такие формулировки это ведут в пустоту. Актер, и повторю еще, должен быть просто дышать жизнью. Вот может быть живым вот в этом кадре, здесь и сейчас. Вот Саша Балуев, помню, в сцене, если вы помните «Изгнание», когда он видит, что с Верой беда, он, значит, возвращается в комнату, берет трубку телефона, значит, и звонит доктору. И в репетиции он вдруг сделал так эмоционально, сильно сцену, что я говорю: Саша, здесь не надо, подожди, у меня последний съемочный день. Я всю роль прошептал. Даме, где у меня, где? Саша, поверь, не надо. Ну смотри, верю, не надо. И сделали ее такой же ровной, как и все остальное. Читала последнее интервью Питера Гринвея, и он говорит о том, что кинематограф умер. И даже называет дату. Он и в последнем это видится. Я помню, что он говорил это, знаете, я сейчас скажу вам точно, когда он это говорил. Он говорил это первый раз в 2002 году, по-моему. Вот ваше мнение. Но я понимаю, что он говорит с точки зрения того, что новый киноязык не будет придуман, что есть повторение изобретения велосипеда. А ваше мнение какое? И только технические инновации, там, или это могут как-то повлиять на зрителей по-другому в плане восприятия. Можно представить, что через лет 5 сделается фильм 3D? Как? Фильм 3D лет через 5 сделается. Можно Я? представить? 3D? Не знаю. Ну вот Вендерс сделал, там вот оправдано 3D танец. Я имею в виду последнего фильма Вендерса. Все же обусловлено задачей, что именно, как выразительное средство, это не более того. Не знаю, зачем делать драму в 3D. По поводу умирающего языка, видите, он все умирает и умирает, уже 10 лет. Мало того, очень многие говорили уже о том, что театр умер. Мне кажется, это умирают те, кто говорят. То есть ничего плохого не хочу сказать о Гринвее, но просто, ну как бы, разве это продуктивная мысль? Не знаю. Вот она что-нибудь дает? Я не знаю. Вот я себя ощущаю ребенком, который первый раз что-то такое сделал. Вот 3 фильма всего. Мне кажется, что еще огромные возможности не у киноязыка, а у меня самого жить, расти, развиваться и так далее. Ничего это не умирает. Умирают те, кто говорят. Потому что они сами чувствуют. Знаете, умирающий полагает, что умирает мир. На самом деле умирает только он, а мир продолжает жить. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Я не знаю, что говорить о киноязыке, о его возможностях, все ли они исчерпаны. Фильм рассказывает историю. И всякий раз, когда ты, новый человек, берешься рассказать историю, она твоя. Ты ее впервые рассказываешь. При том, что ты уже в многотысячный раз пересказываешь то, что было рассказано еще Гомером. Да? Мой учитель говорил практически то же самое, я сейчас просто прибегну к его словам об этом же. Он говорил так: театру 2500 лет. Мой учитель в ГИТИСе. В театре, поверьте, было все. Все. Вот вы думаете, что вы вдруг увидели какой-то спектакль невероятно новый. Вот знаете, все это было. Ну, потому что вы всего охватить не можете. Не было в нем только одного единства. Вас. Да, и все. Так что я живу надеждой, что кино живо и что оно развивается и так далее. Это программа конкурсная, как минимум 3-4 фильма, просто выдающиеся. Жизнь продолжается. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. При том, что я очень уважаю Гринвея, но эту мантру его, просто пусть он делает дело, пусть он кино снимает. И зачем говорить эти слова, я не понимаю. Тем более в присутствии молодых людей, которые мечтают грезят о том, чтобы снимать кино. Если оно умерло, на кой черт учиться вообще? Во что вы верите? Упростите, пожалуйста. Каких вот этических норм вы придерживаетесь? То есть
есть какой-то у вас такой устав, ну, какой-то этический, либо какие-то границы, через которые вы никогда не перейдете, например, показывая кино? Нет, не кино? запретная тема, а именно как этические какие-то нормы. Ну, кодекс какой-то своеобразный. Боюсь наложить на себя какие-то заранее границы, поэтому не стану отвечать на этот вопрос. Все продиктовано все-таки замыслом и необходимостью. Когда ты видишь, что это не является обязательным, ты понимаешь, что здесь люди просто чего-то такого допустили. Но если все согласуется, и ты понимаешь, что это было неизбежно, показать то или это, то мне кажется, это этично. Этично говорить правду, не этично лгать. Поэтому говорить можно все. Другой вопрос, как и так далее. Наверное, так. Я не знаю, странный ваш вопрос. Как-то просто так не ответишь. Во что? Ну, все люди во что-то верят. Вы во что верите? Что вы считаете вот самым главным? Во что надо верить? Может, вообще не надо ни во что верить? А если ни во что не верить, то как? Это как? Да, непонятно. Непонятно. Я думаю, что вы сами знаете ответ на этот вопрос. Ну, а ваш какой ответ? Мы каждый даем сами для себя ответ на этот вопрос. Ну, вы задаете себе этот вопрос когда-нибудь? Отвечаете вы на него? Случается, да. Ну, просто я не думаю, что это предмет для такого разговора, как сейчас. Наверное, может быть, я не прав. Может быть, надо быть как-то яснее. Но у каждого свое представление о том, что является верой, да, и предмете этой веры. Знаете, вот такая притча есть замечательная, как раз о вере, и звучит она так. Один из святых шел через пустыню и встретил какого-то простого человека, крестьянина. Ну, это притча, поэтому пустыня. Поэтому такая условность. Вот. И вот этот святой человек увидел, подглядел, как молится этот простой человек. Он говорил примерно такие слова, что, дескать, Господь, дай мне, был бы я счастлив причесать твои волосы и застегнуть сандалии на твоих ногах. Вот такая была молитва. Святой человек подошел к нему и говорит: ты что, с ума сошел? Ты думаешь, что Бог в сандалиях ходит? Ты вообще, чем ты думаешь? Вообще, какие у тебя представления об этом? Ну, я своими словами, конечно, искал. Далее они расстались, он пошел дальше к своей пустыне, и тут ему является Бог и сказал ему следующее. И говорит ему следующее: ты что наделал? Ты отнял у меня верного сына. Вот такая притча. Поэтому это абсолютно, как бы сказать, такая тема, на которую лучше бы не рассуждать. Вот так, в таком формате. Вот как-то так, я бы ответил на этот вопрос. У каждого свое об этом представление. Да, он говорит, ты заставил усомниться одного из лучших моих сыновей. Верить нужно в то, что все можно одолеть. Верить нужно человеку, с которым ты рядом, с которым ты делаешь общее дело. Вот. Как-то так просто. Верить в то, что ты одолеешь ту задачу, которая стоит перед тобой. И верить в свои силы. А все остальное это уже на совести каждого.